Если говорить об изучении истории Башкортостана с точки зрения клановой системы, то, наверное, стоит сказать, что вообще с самого начала движение башкирских родов, как таковое, в башкирском общественном сознании, оно начало развиваться еще с 90-х годов прошлого века. Но тогда оно натолкнулось на достаточно такое закономерное препятствие. То есть сами по себе акторы, которые этим интересовались, были, общественники были, все это было. То, что историю Башкирии можно рассматривать через историю башкирских кланов, башкирских родов, это было в науке, это также было достаточно хорошо известно. Достаточно упомянуть такие наиболее фундированные труды. Это, естественно, Раиля Гумеровича Кузеева. Они были авторитетны не только в местной, но и в общесоюзной среде. Как раз вот его классические башкирские шижере, которые были не просто введены в научный оборот, но и через их призму во многом рассматривалась история самого народа. Тут можно упомянуть, естественно, и Рима Зайнигабединовича Янгузина, и так далее, и так далее. Но дело в том, что мейнстрим определяли уже не они. Дело в том, что у нас настроения башкирской интеллигенции, они определялись во многом общероссийскими, общесоюзными, потом общероссийскими трендами, принятыми во времена перестройки. Они во многом повторяли их. А следовательно, они были какими? Во-первых, антисоветскими. Само собой понятно, без этого было просто нельзя в то время. И они послушно повторяли общие такие антисоветские, псевдолиберальные такие идеологемы. А какие это были идеологемы? То, во-первых, там не вдумывались глубоко, а просто прямо в рамках того же исторического материализма, правда, не признаваясь в этом, не рефлексируя особо по этому поводу, просто поменяли плюсы на минус. То есть, если капитализм это было плохо, то это стало хорошо. Например, если частная собственность была плохо, то теперь она стала хорошо. И люди стали просто-напросто хвалить то, что раньше критиковали, понимаете? То есть, если раньше критиковался буржуазный национализм, то теперь стали говорить, что, наверное, это хорошо и правильно. Я тут несколько упрощаю, карикатурю процесс, чтобы стало яснее. Потому что, в принципе, в нем на самом деле ничего такого особо карикатурного. В каком плане? Этим занимались в том числе и вполне уважаемые люди. Потому что тренд, общественный тренд, это вещь такая, она очень редко кто идет против общественного тренда. Это большая редкость. И в качестве примера я упомяну, наверное, такого очень масштабного, очень влиятельного для умов того времени ученого и общественного деятеля, как Дамир Жаватович Валеев. Вот он оказывал достаточно большое влияние на башкирское общественное сознание того времени. Он ввел в научный оборот достаточно много нужных, интересных для башкирской истории и башкирского общественного самосознания материалов, сюжетов. Во многом он их определял. И вот он как раз мыслил вполне логично для того времени. И как раз выступил против рассмотрения вот этой истории башкир через историю кланов. Почему? А он опасался в рамках традиционного такого либерального мировоззрения, традиционного, я бы сказал, для конца 19-го, начала 20 века на самом деле. Вот. Но дело в том, что наша общественная мысль, она как бы остановилась именно на этом времени, потому что за весь советский период она никак не рефлексировала над тем, что происходило извне. А потом, когда она вернулась как бы к исходной точке, потому что она стала отрицать все советское, естественно, вернулась к точке исходной. Я особо рефлексирую над ней. Я в качестве примера упомяну, например, помните, может быть,
мои коллеги помнят, какой тогда был ажиотаж по поводу издания трудов русского зарубежья, там Бердяева, Розанова и так далее, и так далее, и так далее. И прямо зачитывались как какими-то такими откровениями. Хотя на самом деле все эти издания, в том числе и людей, которые считались вполне себе классиками, но классиками никогда считались в 20-30-е годы, вот, во времена эмиграции. Это очень интересный на самом деле исторический материал, но с точки зрения историка, а не с точки зрения современной философии. Вот. И вот здесь, вот, если возвращаться к нашим материалам, то тот же Дамир Жаватович опасался, что деление на кланы – это тройболизм. Тройболизм – это вражда между родами. Что это архаика, что это дикость и так далее. То есть классическое такое для конца 19-го, начала 20 века противопоставление либеральной цивилизации и варварства. С кем это было абсолютно умозрительное на самом деле, и к жизни отношение имело весьма слабое. Но тогда мы все пока еще плохо знали страну, в которой мы живем, так что это, в общем-то, естественно. Поэтому никто свой голос не поднял тогда в защиту. Но тогда вообще дискуссий было на самом деле мало. Вот казалось, что их много шумели, много выступали, а дискуссий по самой сути их было очень мало. Да даже по всей России. Кто на самом деле тогда смог пойти против течения? Их по пальцам одной руки можно перечитать. Это Сергей Георгиевич Кара-Мурза, например, да? Который и дал оппозиции тот язык, на котором мы до сих пор во многом говорим. Но таких людей было единиц. Вот. У нас тогда такого не нашлось. И почему я говорю, что Дамир Жаватович в этом ошибался? Хотя это было вполне естественно для его времени ошибка. Повторюсь, других просто и не было. Вот. И это никак не умаляет его действительно серьезных заслуг перед башкирской общественностью. Потому что для башкир вообще тройболизм был не актуален. Дело в том, что у нас вот тех кланов, там Еней, Кыпсак, Бурзян и так далее, на самом деле давным-давно нет. Да, башкиры сохраняли память о них вплоть до первой половины 20 века. Вот классический труд Курденко «Башкиры», где он фотографирует представителей различных башкирских кланов, там прямо подписывает Карагай Капсак, например, да? Там Бурзян, Тангаур и так далее. То есть люди еще все это помнили. Вотчинного права давно нет, на котором все это базировалось, ничего этого нет. А они помнят. Кузеев собирал тамги, Янгузин, Томашевская собирали тамги уже во второй половине 20 века. Люди где-то знали все это, еще помнили. Да? Но они не имели никакого социального значения. Того, какие имеют, например, тухкумы и тейпы у чеченцев. Даже отношение к жузам у казахов. То есть, грубо говоря, то, что вот я, Карагай, Герей, Капсак, мне в жизни никак не помогало и никак не мешало. Абсолютно. Я и узнал-то, я примерно слышал об этом, но никогда значения не придавал. А подробно узнал, что это такое, только на ИСФАКе. И то потому, что я на ИСФАК попал. А если бы куда-нибудь я инженером стал, я вот про это такой не задумывался бы, скорее всего. Но для башкир это очень важный этноидентифицирующий признак, потому что, особенно с развитием глобализации, все национальные грани стираются, но при этом потребность в них остается. Вот что интересно. Более того, очень неожиданно для многих философов произошел взрыв этничности на рубеже 20 и 21 веков. Именно вот отсюда вот эти поиски этни, стиль этни и так далее. Да? Люди стали его, если его нету, то искусственно создавать. Если есть, то успешно вспоминать и тиражировать. Это общественная потребность. И она очень хорошо легла как раз вот на рассмотрение истории через призму кланов. Значит, у нас, я могу сказать, как все это происходило примерно где-то с 2007-2008 годов. Потому что как раз в эпицентре этого оказалась наша группа, в которую входил и я. Тогда в Институте гуманитарных исследований, это был на тот момент самый молодой и, пожалуй, самый амбициозный в Башкортостане институт. Тогда собралась группа молодых, уж поэтому оригинально мыслящих и таких амбициозных, в хорошем смысле этого слова, специалистов. Я всех перечислять не буду. Это все мои коллеги, они себя очень хорошо тогда проявили. Это было очень интересное время. И вот одной из идей
которая тогда овладела умами вот этого пула, это был, во-первых, традиционализм. То есть попытка разработать новую идеологему для башкирского общества. Ведь было ясно, что старые идеи, они уже не работают. Не работал национализм на самом деле. Вот это был как раз период, когда национализм совершенно явно исчерпал свои возможности, было ясно, что это не то. Мало того, что он не нравился всей остальной части населения Башкирии, мягко говоря. Среди самих башкир он тоже никогда не встречал особо яркого отклика. Не считая вот первых лет, когда, вот, например, было только основано СБМ, Союз башкирской молодежи, но достаточно быстро молодежь поняла, что это не то, что это всего лишь вариант такого национального комсомола. Что номенклатурных мест все равно на всех не хватит, а правды от этого объединения не дождешься. Вот. И кроме того, сама националистическая риторика, она не очень хорошо шла, потому что она всегда все равно сводит к национальному эгоизму. А он как раз башкирам сам по себе не свойственен. Они привыкли жить в многонациональной среде и всегда, сохраняя национальную гордость, при этом смотрят, что они думают другие. Это вот чисто в психологическом плане. В философском же плане он явно показывал свою беспомощность в данном случае. И, кроме того, ясно было, что сама идеологическая машина того же Муртазы Губайдулловича Рахимова, да, она явно не справлялась с текущими реалиями. Это было видно и по выборам 2003 года, и по беспорядкам в 2005 году. Вот. Ну и так далее. Это было ясно. Между тем, мы считали, что это плохо, что она не справляется, потому что республику следовало защищать в том числе идейно. Как сейчас ясно, что следует защищать всю Россию, это было само собой ясно, что следует защищать и саму республику, потому что республика – это такое достояние и башкирского народа, и всех народов Башкирии, которое в свое время предотвратило распад страны. Точнее, собрало страну заново. Я про это уже много раз говорил. Вот что автономизация, федерализация – это был очень важный шаг, который не позволил стране распасться по образцу Югославии. Это с одной стороны. С другой стороны, для башкирского народа это очень важная объединяющая идея. Так же, как и раньше это было вычетное право на землю, потом это стало автономией. И пришли к тому, что объединение должно быть не на основе национализма, а на основе более широких, чем национальный эгоизм, более широких вещей, цивилизационных. То есть объединять должна не нация, у нас и так есть, а традиция. А вот традиции у нас основные, да, то есть представления о семье, представления о родине, представления о том, как надо жить, они нас, наоборот, объединяют с нашими братьями и соседями, и с русскими, и с татарами, и с другими. Вот. При этом традиция, уважение к своей традиции, это вовсе не означает чего-то застывшего, чего-то костного. Поскольку традиция жива только тогда, когда она развивается. Традиция есть способ адаптации самого по себе. Она не противостоит модернизации, она входит в нее. Традиция живет только тогда, когда она позволяет отвечать на вопросы современности. Вот. Но, по этому поводу были и научные работы, и публицистические. Об этом приходилось писать и мне. Вот, я смотрю из старых книг. И Азамату Мажитовичу Буранчину, и Удашу Мухамматовичу Юсупову. Потом был создан сайт РБ 21 век. Он был абсолютно неофициальным. Основные авторы там писали по псевдонимам. Карагай, например, всем известным, в то время. Сайт получился достаточно мощный. Он один раз, значит, он был уничтожен, мы создали его заново. Вот, и тогда он начал рос популярности. Мы привлекали к нему Сергея Георгиевича Карамурзу, Георгия Геннадьевича Малинецкого, Бориса Юрьевича Горицкого. Ну, короче говоря, много интересных авторов. К нашему пулу в ИГИ сейчас присоединялись Рустем Ринатович Вахитов, известный философ, Руслан Диасович Карамышев, Булат Ахмерович Азнабаев, Рамиль Насибулович Рахимов. То есть очень известные в Башкортостане историки.
У нас проводились семинары, которые собирали, это были очень интересные семинары, которые собирали, можно сказать, наиболее ищущую интеллектуальную элиту народа. Кого только не было. Приходили и башкирские националисты, и русские националисты, и мусульмане всех толков, и самые разные политические акторы. Короче, было интересное время. И вот про это можно вообще много рассказывать. Проектов, идей было много. История была очень интересная, некоторые сюжеты, в общем-то, еще не время рассказывать и сейчас. Но я хотел коснуться только одного из них. Это именно того, как овладевала умами идея рассматривать историю Башкир через историю кланов. Да? Она стояла из нескольких основных источников. Ну, во-первых, этой идеей, прежде всего, из нашего пула активно очень занимался и с научной точки зрения, и позже на телевидении занимались Юлдаш Мухаматович Юсупов и Рафиль Рифгатович Асылгужин. Вот эти работы. Видите, западные башкиры, потом этническая история вселения племени Мин, потом еще было по Юрматы, была интересная работа, где обдумывалась и закладывалась матрица, как можно историю народа рассматривать именно через историю конкретного клана, конкретного ИРУ. Ну, Юрматы, например, да, или вот Мин. Отдельным из такой отдельной областью работы при этом были западные башкиры, то есть башкиры северо-западной части Башкортостана и востока Татарстана. При этом, помимо выпуска вот таких книг, помимо статей и публицистики на РБ 21 век, на сайте РБ 21 век, значит, Рафиль Рифгатович Асылгужин и Юлдаш Мухаматович Юсупов, и там с ним был еще целый ряд товарищей, Шахеева, я например, помню, ну, еще, в общем, целый ряд наших коллег, они занимались передачей как раз Башкир Татарстана. Она тоже произвела в свое время эффект взорвавшейся бомбы. Я помню, в момент, когда сюда к власти пришел Хамитов, уже анонсированную эту передачу сняли БСТ, ее не показали. Вот, один раз. Я это запомнил просто потому, что сам эту передачу ждал, потому что меня тоже нигде сняли, я там комментировал как раз по поводу клановой системы, и ее сняли в последний момент. Чего опасались, не знаю. Но было такое. Вот это была одна из составляющих. С чисто философским обоснованием его, в общем, разделял весь пул. Я уже упоминал, по-моему, что о теоретических основах этого приходилось писать и мне, приходилось и Азамату Мажитовичу Буранчину. Безусловно, огромное влияние оказали исторические работы Булата Ахмеровича Азнабаева, который очень осторожно, очень медленно, вот именно с позиции позитивизма, но зато надежно подходил к этому вопросу. Я наблюдал за его эволюцией в этот момент, поскольку мы очень тесно взаимодействовали, он часто приходил к нам на семинары и выступал, мы вот обсуждали все вот эти моменты. В общем, это был очень такой интересный пул. Следующим источником была передача «Историческая среда» Салавата Хамидуллина. Он как раз тогда вел вот эту передачу. Цикл передач тоже как раз по истории башкирских родов. И он тоже стал приглашать нас, приглашать также Азнабаева и Рахимова на свои передачи. Мы тут сближались таким образом, а потом он на некоторое время, уже в последний период работы института, перешел прямо буквально на работу в институт. И вот тогда возникла мысль, идея, что одной из форм такой работы был бы выпуск многотомника. Многотомника, где каждый том был бы посвящен вот по образцу вот таких работ, да, например, там племени Мин или племени Капсак и так далее. Вот. Найти спонсоров такой работе было, естественно, достаточно сложно. Вот. Была идея обратиться к Рахимову.
поскольку в официозе эта идея поддержки не нашла, значит, где еще можно было найти по этому поводу деньги? Я помню, как раз тогда я лично, значит, попал на прием к Рахимову, провел с ним определенные переговоры, самые тогда, так сказать, приблизительные по этому поводу. Как раз рассказал про замысел вот этого ШЖР-центра, про замысел многотомника, пока в самых общих чертах. Вместе со мной был Марат Махмутович Кульшарипов. Ну, это, в общем-то, было понятно, почему тогда все это шло без особой огласки, потому что в те времена отношения, во-первых, и башкирской интеллигенции к Хамитову были достаточно сложными. Она тогда еще не фрондировала открыто, поскольку это было еще чревато, я бы сказал, еще нужны были места, премии и так далее. Вот. А тогда сходить к Рахимову, у которого было уже, по сути, противостояние с Хамитовым, вот, это означало засветиться, и это могло иметь какие-либо номенклатурные последствия само по себе. У нас же ситуация была чуть другая, потому что, в общем-то, и так ни для кого не было секретом, что, например, у меня позиция общественная была достаточно независимая, и это, в общем-то, признавалось, и нет этого. Тем более, что я не занимал никаких особых чинов. Вот. И для меня это особых последствий не имело бы. Короче говоря, мост был наведен, но естественно, что Муртазе Губайдуловичу, когда все это уже нужно было доводить до стадии реализации, нужны были люди, которых он знает. Вот, знает, причем хорошие организаторы. Вот, и поэтому был образован при ИГИ вот этот ШЖР-центр. Во главе как раз тогда стал Салават Хамидуллин, Салават Ишмухаматович Хамидуллин. Вот, и начали работу над вот этими книгами. Сейчас она известна всей Башкирии, и не только Башкирии. Вот этот многотомник. Основу авторского коллектива составлял отдел этнологии нашего института гуманитарных исследований во главе с Юлдашем Мухаматовичем Юсуповым. Работа была, конечно, тяжелая, это я могу свидетельствовать, так сказать, именно со стороны, потому что сам я в написании этих работ не участвовал. Я работал в другом отделе этнополитологии вместе с Саматовым Мажитовичем Буранчиным, Ильей Демичем и так далее. Вот. И я помню, как люди работали буквально сутками над этим, как и Юлдаш Юсупов, Рафиль Асылгужин, Шахеев, там, наши другие товарищи. Потому что, понимаете, там сложность была в том, как вот сложнее всего сделать первую матрицу. В какой форме все это сделать. Где разместить вот эти документы, как вот все это делать. Вот, когда они, и Салават Хамидуллин, и остальные наши коллеги работали, сейчас они работают в разных областях многие. Тогда это был дружный, интересный коллектив. И наконец вот эта книга была создана и пошло в тираж. Пошло в тираж. Дальше этот тираж, он имел достаточно долгую судьбу. Сначала книги пеклись фантастической для научных книг скоростью. Вообще, изначально мы не рассчитывали даже, точнее, коллектив авторов, который, я повторяю, сам я ее не писал. Я участвовал только в апробации этих книг, то есть я вел тот семинар, на котором изначально все это апробировалось. Потом эта апробация уже прошла не только на республиканском уровне, а на уровне федеральном, в Институте востоковедения. Тут немалую помощь оказала и Ассоциация студентов и аспирантов, башкирских студентов и аспирантов города Москвы. Язат Шамилевич Бадранов как раз был лидером в этот момент этой ассоциации. Значит, следует оценить и помощь
Аликбера Колобековича Аликберова. Он сейчас стоит во главе Института востоковедения. Он там тоже принимал активное участие в обсуждении этого. И многие наши другие коллеги, и Сузин, и Кадыров, и тут я много могу, и уважаемая Анна Дебо. Вот. Они вот все, Блановская, Елена. В общем, наши коллеги, они очень активно приняли вот участие в обсуждении. Вот это, мы там были. Мы приехали, привезли в Институт востоковедения вот эти наши книги. До этого их подробно разбирали, рецензировали. И вот к нашему даже удивлению были приняты просто восторженно. Этим было сразу перекрыто начавшаяся было в татаристской прессе, среди татарских националистов, кампания против вот этого издания, которое обзывали многотомной зажигалкой. Писали в ФСБ. Мне самому приходилось, например, отвечать на запросы ФСБ, экспертное заключение по этому поводу. Давать, что это не является никаким экстремизмом. Я после этого это просто-напросто выложил в открытый доступ, просто повторил свои доводы по этому поводу. И так далее, и так далее. И вот это был один из проектов по истории башкирских родов. Сейчас, естественно, все это не стоит на месте. Но в нем уже довольно много, я подробно про него говорить не буду, потому что про него уже многие говорили. С чего стоит только вот введение исторических источников, ревизских сказок. Да, это очень кропотливый труд, кстати, их цифровизация, их введение сюда. Вот. Картография, очень необычная картография, которую в основном исполнял Рафиль Ревгатович Асылгужин. Да вот, пожалуйста, вот, это та же самая картография по ней. Новая тогда для нас совершенно форма, это вот этногенетика, которую вводили туда Юлдаш Юсупов и Волков в основном. И говоря уже об интерпретациях истории, которые, в общем-то, базировались на работах и того же Юлдаша Юсупова, и Булата Ахмеровича Азнабаева. Вот, нарратив там по нему писал Салават Хамидуллин. Но, и, в общем-то, идеи всего нашего пула, если вот так вот смотреть, потому что там были безусловно, и идеи, которые развивал весь пул традиционалистов. Там по себе. В общем, этой книге, я смотрю, этому выпуску была суждена достаточно долгая жизнь. 6 лет, как продолжается этот проект, он уже завершается. Там, точно не скажу, уже под 40 томов. Сейчас команда, которая начинала этот проект, она во многом разошлась уже по самым разным проектам. Часть ее, я бы сказал, вот ядерная часть, то есть коллектив того же отдела этнологии, ну и из отдела этнополитологии. Мы пришли в центр, создали центр социокультурного моделирования, и на его базе был создан Институт стратегических исследований, после того, как был уничтожен Институт гуманитарных исследований, к сожалению. Да? Вот. Оставшаяся часть во главе уже с Салаватом Хабидуллиным продолжала само издание. Ну, как сказать, оставшаяся, потому что тот же самый Рафиль Ревгатович Асылгужин, например, он продолжает плодотворно там трудиться, так же, как и, ну, это я уже говорил, вот эти карты, например, да? Вот это именно его работа. Вот, так же, как по генетике Юсупов и Волков, кому же еще писать там. В общем, свои проекты, наверное, у Гариповой, теперь по языку там пишет в основном Саид Баталов, ну и так далее, и так далее. Я могу только вот из того, что я сам знаю, например, в нашем центре во многом в продолжении этой идеи выпускаются вот новые книги уже без башкортвар. Вот.
где уже на популярном уровне объясняется, как именно людям самим работать с ШЖР, самим находить все это. В интернете существует, выложено, вот когда мы начинали, вот эта цифровизация была очень экзотическая вещь сама по себе, цифровизация вот этого огромного массива исторических источников. Сейчас существуют целые проекты, поддержанные грантом главы, когда люди сами могут войти в интернет и найти сведения о своих предках по ревизским сказкам, например, да? Вот здесь можно пожалеть. Насколько я знаю, у наших коллег тоже есть интересные проекты по подобным брошюрам уже по районам, вот, и так далее, и так далее. Завершая вот этот рассказ, я хотел бы сказать, еще раз вернуться к той идее, я часто про это говорил, какие преимущества были в рассмотрении нашей истории общественной жизни через кланы. Во-первых, я еще раз повторю, не было и нет риска трибализма в этом, потому что у нас они имеют ностальгическое, такое историческое, но не социальное значение. Это во-первых. Во-вторых, через них мы, во-первых, поскольку у нас у башкир кланы разного происхождения, разного. Они могут быть у графинского, старотюркского, там, кыпчакского, даже монгольского или там сарматского там, и так далее происхождения, да? Вот. То они вписываются, через них мы глубже вписываемся в историю человечества в целом, в историю Евразии, как вот нить ковра, которая, переплетаясь, выводит нас на весь ковер из его части. И мы действительно чувствуем свое единство и со всем тюркским миром, и с мусульманским миром, и с самыми различными нашими истоками, как вот те же самые графины, например, и так далее. Мы лучше понимаем историю не только с точки зрения науки, но и обычный простой обыватель. Кроме того, именно это позволило глубже понять саму историю Башкирии, которая саму по себе, и Башкирии в целом, она сама по себе непредставима, совершенно непонимаема без истории клановой системы. Мы даже вот в рамках проекта «Заман» много раз про это говорили. Наконец, это отличает Башкортостан, выгодно отличает его, это хороший бренд, поскольку такой вещи, как клановая идентичность, не было ни у кого из наших соседей. Она была только на юге, вот у казахов, но это совсем другая история. Мы с Казахстаном сейчас как бы и разные государства, и разные миры. А ни у татар, ни у русских, то есть наших ближайших референтных групп, у наших братьев этого нет. Мы в этом плане несколько другие, это наше узнаваемое лицо. Вот. И, наконец, подобная точка зрения, она принесла много плодотворного уже в смежной области наук, как ту же самую этногенетику, точнее геногеографию. Но про это уже лучше послушать объяснение, например, того же Юлдаша Мухаматовича Юсупова. О том, как идея, о том, как наложить сведения по геногеографии на сведения по кланам, принесли достаточно плодотворные результаты. По той простой причине, что до этого сами по себе географы, они биологи, они плохо знали этнологию, поэтому, кстати, были совершенно беспомощны перед той же Клёстовщиной. Вот. Им очень сложно приходилось перед фольс-историками. А вот специалисты по этнологии, по истории, они сразу, когда показали, как это накладывается, вот, то сразу стали вычленяться закономерности. Не простой набор вот этих данных, а определенные закономерности. Вот, но про это я уже говорю, про это лучше специалистов. Я смог только вот немножко со стороны, но как обществовед и как свидетель всего, как все это происходило, рассказать вот об одном из интересном эпизоде становления современного башкирского самосознания. Все.